мавзолей Турахана. Здесь, именно здесь доказательства тех культур и тех событий, которые происходили еще в XIV веке нашей эры. Здесь переплетение и монгольских, в общем-то, культур, и тюркских, и все это наше наследие, которое мы должны знать. Евразийский музей кочевых цивилизаций — это не просто музейный проект, это для нас, исследователей, это научный проект. И здесь также представлены результаты наших исследований, археологических исследований на территории Башкирского Приуралья. Основные, конечно, не все, но основные вещи здесь есть. А люди вообще сюда будут приезжать для того, чтобы емко, кратко узнать об истории нашего региона с глубокой древности до современности. Вся дописьменная история здесь, у нас на территории Южного Урала, Поволжья, реконструируется вплоть фактически до 9 века только с помощью археологических памятников, поскольку письменных источников как таковых нету. В отличие от какой-нибудь античности, здесь как таковых описаний событий нет. В отличие от той же письменной истории, которая подвержена переписыванию и искажению, археология, она обладает фактологическим материалом, поднятым из земли, и здесь она играет некую форму такого детектива, следствия, в котором археолог, обнаруживая эти находки, собирая их, применяя различные вспомогательные дисциплины, фактически реконструирует события прошлого. Вообще Турахан — это один из таких влиятельных людей, и вот это как раз-таки кладбище, и, скорее всего, ну, и, конечно, неизвестно, кто вот все эти похороненные люди, возможно, это были какие-то приближенные, может быть, либо должностные лица, тоже может быть, но в дальнейшем эти кости пойдут на переработку, на анализ, вот, а потом, когда все узнают об этих костях, их обратно как бы захоронят, так скажем. Это важно, да? Да, это важно. Әлбиттә кирәк. Менә мин үзем возрождаю ниве. Национальный костюм. Менә миндә 18-нче, 19-нче, 20-нче буат. Барыһы ла хумарт безгә өйрәткәндәр, әсәйләргә картнәйләр. Менә без һәр балаларга өйрәтергә безнең бурысыбыз. Долгое время вот эти вот мавзолеи Турахана и Хусейнбека, они стояли, местные жители, они что-то знали, что-то понаслышке, какие-то там предания, сплетни и прочее. Сегодня это выходит на новый уровень, ну, во-первых, научный уровень, да, более серьезный и тем самым более основательный для тех людей, которые изучают историю не только нашего края, но и всей страны. Поэтому здесь сегодня, я считаю, происходит историческое событие. Корни наши здесь, на евразийском пространстве, и те традиции, языки, обычаи, которые мы сегодня видим, которые сохранены, и сегодня в рамках воспитания нашей молодежи, популяризации как бы принимается всеми, наверное, говорит о том, что мы едины, мы сильны. Мы хотим в этом проекте показать единение различных народов в историческом контексте, конечно же. Почему? Потому что кочевые народы, древние скотоводы — это те племена, те народы, которые объединяли абсолютно разные регионы, разные народы, разные конфессии. Так называемый период до Великой Замятни. Великая Замятня — это период, когда Золотая Орда уже начала свое, так скажем, разложение. Здесь существовало, согласно археологическим данным, исследованных последние 2-3 полевых сезона, располагалось энное количество бытовых памятников, поселенческих селищ, поселений периода 13-14 веков, о чем свидетельствует огромное количество металлургических изделий, несомненно, непосредственно круговой керамики, соответствующей Золотой Орде. Ну и также примеров развитого ремесленного производства. Это косторезное производство, это металлургическое производство, это производство цветных металлов, то есть украшений. Здесь фактически до Великой Замятни, так скажем, в сельской округе этого региона кипела жизнь. Azərbaycandan biz bura əlbəttə ki, əliboş gəlməmişik. Azərbaycanın adından və Azərbaycanın Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğunun adından biz yəhər, at yəhəri hədiyyə eləmişik və hədiyyəsi gətirmişik. At yəhərinin bilirsiniz ki, elə bir köçəri həyat varsa, deməli mütləq ki, nəqliyyat vasitəsi olaraq o vaxtlar istifadə olunmuş, atlardan istifadə olunurdu və biz də simvol olaraq Azərbaycan adından at yəhəri gətirmişik. Bu yəhər xüsusi olaraq məhz bu tədbir üçün sifariş olunmuş bir yəhərdir. Происходит рождение нового какого-то уровня человеческой культуры. Вы понимаете, здесь
поле было, просто заросшее поле. Я приезжал сюда когда-то, здесь паслись лошади, там табуны ходили. Сегодня здесь центр европейского, евразийского уровня. Это действительно культурное событие в жизни нашей республики. Это место открыли людям, создали инфраструктуру. Здесь вот визит-центр сегодня открыли, где и музей есть, и лекторий есть, и кафе есть, и туалет, в конце концов, здесь вот. Поэтому вот мы вот таким образом открываем туристические наши объекты. И это такая большая, слаженная работа, она на долгие годы. Вот нам что-то уже удалось. Мы уже, в общем-то, я не считаю, но довольно большое количество таких ярких туристических точек открыли, которые раньше были такие, знаете, такой дикий туризм был, не было ничего. А сейчас мы открываем, создаем инфраструктуру. Вон сколько людей приехало, а вот Салат-Ери мы недавно открыли. Вот там постоянный поток туристов. Двигаемся, так что и будем делать. Решение главы Республики Башкортостан Ради Фарида Чхабирова создать у мавзолея Турахану Евразийский музей кочевых цивилизаций было очень знаковым, поскольку здесь земля, которая собирает в себе многие культуры, многие традиции, религии. В конце концов, мы находимся на земле, которая является стыком Европы и Азии. И поэтому это место силы, это знаковое место. Это новая точка притяжения туристов. И непростых туристов. Тут и будет научное сообщество, школьники, студенты, просто люди старшего поколения, которые могут проходить конференции, всеразличные круглые столы и много-много чего, что будет привлекать это место. Для людей отдых на сегодняшний день это не просто праздное проведение времени, это прежде всего время, наполненное смыслами. А вот эти точки притяжения, они как раз-таки и дают возможность людям окунуться в свое прошлое, узнать его, приблизиться к тем истокам, которыми обладали наши предки. И поэтому мы, конечно, должны делать все для того, чтобы создавать как много больше вот таких знаковых мест для жителей нашей республики и наших гостей. Научный проект у нас развивается, программа будет продолжена. Мы на сегодняшний день планируем исследовать не только на территории республики. В этом году мы будем копать на территории Оренбургской области, Самарской области. И в целом планируем расширять, конечно же, зоны наших интересов. Почему? Потому что в золотоордынское время, в эпоху Средневековья, не было границ. Границы были совсем другие. И поэтому нам необходимо показать общий контекст, археологический, исторический, в каких условиях развивался наш регион в древности и в Средневековье.